Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Андрей Лана. Смотрите сегодня. Экологическая акция. Неравнодушные граждане очистили территорию возле озера Дусколь. В Туве молодой человек пытался сдать ЕГЭ по поддельному паспорту. Площадка для развития талантов. В Кызыле заработала международная детская музыкальная лаборатория имени Константина Тамдына. Об этом и не только, подробнее. Территория возле озера Дусколь стала чистой. Там прошла экологическая акция, организованная Министерством природных ресурсов и экологии республики. Она приурочена ко Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды. Представители 55 организаций республики вывезли с озера несколько полных КАМАЗов с мусором. Озеро Хадын и Дусколь относится к природным памятникам Тувы и имеет статус особо охраняемой природной территории. Это излюбленные места отдыха не только местных жителей, но и гостей из соседних регионов. Семья мангушей приехали отдыхать на озеро. Сейчас самое время, народу мало и не так жарко, делится Татьяна. Я работаю поваром в Дерзикаксынском неврологическом интернате. Вчера мы приехали отдыхать вместе с внуками. Нам, нашей семье, очень подходят лечебные свойства озера Дусколь. Мы приехали сюда в целях лечения, укрепления здоровья. Машину поставили вне водоохранной зоны. Мусор собираем в отдельный мешок. И когда будем уезжать, заберем с собой и выбросим в городе в контейнер. Сегодня здесь объявили субботник. Представители 55 организаций из различных сфер деятельности, волонтеры и добровольцы провели экологическую акцию под девизом «Мы не хотим жить на свалке». Сейчас идет распределение организаций по территории озер. На Дусколе 8 организаций работает, на западном берегу Хадына 15 организаций. Озера хоть и находятся в статусе особо охраняемой территории, отдыхающие часто нарушают правила. Некоторые умудряются поставить свою машину в водоохранную зону и разбивают палатки в зоне покоя птиц. Оставляют за собой мусор, в том числе пустые бутылки. В этом году озера станут территорией трезвости. Вот те 3 озера, Шагытай, Сватикова, Хадын, объявили зоной трезвости. Это значит, там не то, что там продавать спиртные напитки, там в пьяном виде нельзя находиться сейчас. Вот, пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим землякам, чтобы с этого дня на озере нельзя в пьяном виде находиться. За это у нас предусмотрена особая административная ответственность. Люди будут над этим. Сначала, конечно, будем общаться, предупреждать, а в дальнейшем будем уже штрафные санкции пойдут. В административном кодексе за нарушение установленного режима на территориях памятников природы предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Мы должны показать, как мы, жители Тувы, умеем отдыхать. Ведь озера – это визитная карточка нашей республики. Так как каждое лето именно на озера Хадын и Сватикова приезжают отдыхать и лечиться жители соседних регионов, рассказывает доброволец Сылдыскерел Тагаланов. Большая просьба всех отдыхающих на озере убирать за собой мусор, складывать мешки мусорные, везти в город, выбрасывайте там, не мусорьте здесь. Административно озеро Хадын и Дусколь относятся к Тандынскому району. Еженедельно проводятся рейды, вывозят мусор, но этих мер недостаточно, говорит главный специалист ГОЭЧС администрации Тандынского района Филат Кужугет. В ближайшее время планируется установка контейнеров на территории озера Дусколь и Хадын. Имеется 5 контейнеров. Они будут установлены с открытием пляжного сезона. Как рассказал старший госинспектор дирекции особо охраняемых природных территорий Тувы Валентин Салчак, со стороны администрации Тандынского района отнюдь нет никаких действий по борьбе с мусором. Ежегодно дирекции приходится одним охранять природные памятники. Так не должно быть. Только совместными усилиями мы сможем совладать с теми, кто мусорит и портит природу, рассказывает Валентин Салчак. Я уже сколько лет работаю и наблюдаю, да, территория озера Дусколь, Хадын относится же к Тандынскому району. И я здесь не вижу работу руководства Тандынского района, ребята. Это очень обидно. Мы каждый раз в год где-то 3-4 раза проводим сами экологические акции, убираем мусор, собираем граждан Республики Тува
ну, добровольцев, и постоянно убираем мусор. И очень хочу вот, сказать, что руководство Тандынского Кожуна, чтобы они сами занимались своими территориями. 5 больших грузных машин, полные от мусора, поехали в полигон на свалку. Некоторая часть из них вернется, чтобы еще раз собрать мусор. Диана Баймбугусерес, телекомпания «Новый век». В Туве в самом разгаре сдачи единого государственного экзамена. Испытания стартовали 29 мая. В этот день выпускники сдавали географию и информатику. Географию сдавали 75 человек, информатику 180. Как отмечает Минобрнауки Республики, число зарегистрированных участников оказалось меньше заявленного. Никаких серьезных сбоев в организации экзамена не наблюдалось. Во всех аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Часть наблюдателей следили за сдачей экзамена по мониторам из ситуационного центра. За исключением удаления одного участника за использование калькулятора, в остальном ЕГЭ прошел в штатном режиме, отмечают организаторы. Результаты сдачи ЕГЭ будут объявлены 14 июня. Если на этих экзаменах серьезных нарушений не было, то на досрочном этапе сдачи ЕГЭ, который проходил в марте, произошел вопиющий случай. Один из участников ЕГЭ пришел сдавать экзамен с поддельным паспортом. Подробности в следующем сюжете. ЕГЭ является важным этапом в жизни выпускников. Экзамен имеет две функции. Служит выпускным испытанием в школе и позволяет оценить способности абитуриента для поступления в высшее учебное заведение. За 8 лет проведения экзамена, казалось бы, все лазейки перекрыты, и в дальнейшем мы можем наблюдать только честную сдачу. Но нет, 18-летний козылчанин, чтобы поступить в высшее учебное заведение, попросил друга сдать экзамен за него. Однако комиссия заметила обман. Студенты выдворили из аудитории и тут же сообщили об инциденте в полицию. Как из ваших показаний, я поняла, что вы хотели сдать экзамен в общеобразовательной школе ЕГЭ за своего друга. Кто вам помог подделать паспорт? Я сдавал экзамен за своего друга, мне подделать документ помог друг. Друг помог. В ходе дознания установлено, что учащийся одной из школ Кызыла воспользовался чужим паспортом с вклеенной фотографией для сдачи единого госэкзамена. В нормативных документах указано, что у лиц, нарушивших правила, экзамен будет считаться несданным, а его результаты аннулируют. Так как ЕГЭ одновременно является вступительным экзаменом в университет, студенческая скамья в этом году для нарушителя оказывается закрытой. В ходе дознания установлено, что учащийся общеобразовательной школы города Кызыла воспользовался чужим паспортом с целью сдать централизованно проводимый в Российской Федерации единый государственный экзамен за своего друга. Учащийся был замечен у аудитории на входе пункта приема экзамена учителями школы, которым он предъявил поддельный паспорт. География подобных случаев широка. С начала введения единого госэкзамена в стране были десятки случаев, когда за некоторых школьников экзамены сдавали совершенно другие люди. Однако подделать документы не осмеливались. Паспортов у сдавших якобы выпускников не было и вовсе только копии, что само по себе грубое нарушение. Чтобы предотвратить подобные случаи, региональное министерство внутренних дел призывает учеников не совершать противоправные поступки, ведь за это им грозит уголовная ответственность, что в дальнейшем может повлиять при выборе профессии. Анастасия Маслова, Чинчиса Бугай, РС Хвалык, телекомпания «Новый век». Власти Тувы намерены создать основу для развития сегмента частных охотничьих хозяйств как отрасли экономики. По данным Госкомохотнадзора Республики, в настоящее время на территории Тувы обитает 106 видов животных и птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам. Охотой активно занимаются около 10 тысяч человек, причем для более чем 2000 из них, проживающих в отдаленных таежных селениях, промысел диких животных является единственным источником дохода. О потенциале охотничьих отраслей свидетельствуют итоги минувшего сезона. За 2016 год в целом по республике охотой было добыто более 300 голов морала, 80 лосей, свыше 600 косуль, 990 кабанов, 99 медведей, 60 козерогов, 7 рысей до 10 тысяч соболей, 260 глухарей. Количество добытого мяса, к примеру, диких копытных оценивается в сумму не менее 8,5 миллионов рублей. Пушнина 40 миллионов рублей, хвосты, рога и так далее, используемых в производстве лечебных препаратов, сувенирных изделий и прочих сферах, не менее 15 миллионов рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 54 копейки, а евро 63 рубля 53 копейки.
Прервемся на рекламу, оставайтесь на канале «Новый век». Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Вау! В РБТ.ру акция. При покупке от 3 и более единиц техники вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТ.ру. Аттестат профессионального бухгалтера, обучение и квалификационный экзамен. Телефон 228 31. Для тех, чье слово на вес золота. Для тех, кто приблизился к звездам. Для тех, кто несет свет. 300 тысяч рублей. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. В эфире новости, и мы продолжаем выпуск. Международная детская музыкальная лаборатория имени Константина Тамдына вновь открыла свои двери. Как и прежде, в течение недели с 1 по 8 июня больше сотни юных дарований, которым от 8 до 18 лет, будут учиться одному из прекраснейших видов искусства музыки. Это представители районов и городов Тувы и Республики Хакасия Красноярского края. На открытии музыкальной лаборатории была и наша съемочная группа. В этом году занятия будут проводиться по 3 направлениям: духовые и ударные инструменты, тувинские музыкальные инструменты и хюмей. Впервые лаборатория открывает направление по фортепиано. Туменбаир Тулуш играет на кларнете. Благодарен судьбе за то, что его родители определили в Республиканскую школу искусств и музыкальный инструмент именно кларнет. Без него Туменбаир не представляет ни одного дня. Борис Корягин приехал из Красноярска, инструмент саксофон. У него запланирована сольная программа на итоговом концерте. У нас 2 пьесы: «Старый замок» и «Веселый саксофонист». Но чтобы раскрыть, так сказать, больше свои способности, мы выбрали «Старый замок». Почетным гостем мероприятия стал Сподрис Качанс, вице-президент Международной ассоциации музыкальных школ Кон-Энима. Он проведет мастер-классы для педагогов, участников и расскажет им об особенностях проведения международных музыкальных конкурсов и организации международного жюри на таких мероприятиях. В дальнейшем я надеюсь, что приедут представители на наши международные конкурсы, ученики. Это международный конкурс аккордеонистов, который проходит на УЕНе, где участвуют до 15 стран. На протяжении работы лаборатории дети будут готовиться к творческому конкурсу за звание лучших выпускников лаборатории. Проводиться он будет по 3 номинациям: оркестровые, струнные, духовые и ударные инструменты, русские народные и тувинские национальные инструменты, ансамбли от 3 человек и больше. Буквально с нуля разучат произведение и сыграет его на отчетном концерте, или точнее на гала-концерте, который будет в Тувинской госпилармонии имени Валерия Халилова. Завершением недельной работы станет гала-концерт участников лаборатории в Тувгосфилармонии, который пройдет 8 июня в 18 часов. На этом вечере дети блеснут всем, чему их научили в творческой лаборатории. Диана Баимбуз-Буянайон, телекомпания «Новый век». Подарки для победителей. Сегодня в нашей редакции прошло награждение участников конкурса рисунков «Тува глазами детей», который наша телекомпания проводила совместно с еженедельником Тува ТВ и радиостанцией «Голос Азии». В редакцию принесли десятки работ, и перед жюри стояла непростая задача определить победителей.
Но тем не менее выбор был сделан, и сегодня дети, занявшие призовые места, получили подарки от партнера конкурса магазина «Светофор». Скейтборд, самокат, игрушки, сладкие призы и диплом. Мы хотим сказать спасибо всем участникам конкурса за их творчество. Тем, кто в этот раз не вошел в финал, не стоит расстраиваться. Впереди еще будут конкурсы, и в следующий раз удача обязательно улыбнется и вам. Самое время узнать, какая погода будет в выходные. Обзор представит Муза Черепанова. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды, в студии Муза Черепанова. Расскажу подробно о погоде на выходные дни. В Кызыле в субботу днем малооблачно. Температура составит плюс 21, плюс 22 градусов. А ночью столбик термометра будет колебаться между отметками плюс 10, плюс 13 градусов. Ветер 4 метра в секунду. Геомагнитное поле спокойное, давление 705 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 34%. В воскресенье днем ясно, за окном плюс 19, плюс 20 градусов Цельсия, а вечером и ночью плюс 11, плюс 12. Осадков не ожидается. Ветер 4 метра в секунду, геомагнитное поле спокойное, давление 703 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 28%. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч! На этом у меня все. Передаю слово Нике Катиной. Далее программа «Скажем, покажем». А выпуск новостей вы также можете посмотреть на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Спасибо за внимание и до свидания.